Рахмат. Сөз Ирина Юрьевна, сізде. Рахмат, урмату Мирлан Исакбекович. Кутманду тананыздарменен, урмату депутаттар. Сегодня мое выступление посвящается 25-летию Социал-демократической партии Кыргызстана. Разное было время у партии моих партийцев. Взлеты и падения, предательства и победы. Но партия продвигалась, строя демократические устои и развивая инвестиционный климат, внешнюю политику, только благодаря поддержке и доверию народа. Вот говорят, что делать хорошее и слышать дурное – это удел всех царей. То есть это судьба каждого руководителя. Цели и задачи, поставленные предыдущим президентом Алмазом Атамбаевым, многие выполнены, но больше еще впереди. И сегодня президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков усиливает свою команду еще более принципиальными и смелыми профессионалами. И наши идеологические оппоненты пусть не танцуют на костях ушедших руководителей и будут осторожны в своих прогнозах и высказываниях. Недавно мы посетили в СИЗО ГКНБ Сапара Исакова, Кулматова, Артыкбаева и Авазова. И только одно хочу отметить. Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатились за счет инвестиций, взяток и коррупции. Но натягивать обвинения, лишь бы показать чье-то преимущество, это всегда бумеранг. Тем более вся страна свидетель, как некоторые государственные карманники, кто наживался в таможнях за счет писателя Чингиза Айтматова, те, кто еще притих и ждет, дойдет ли очередь до них, спокойно передвигаются, сбегают из страны, и на них не идет охота. Вы заметили, что наша многочисленная партия не выходила на митинги и протесты. Как все мы наблюдали за теми бывшими политиками, которых многие, кстати, уже выпустили. Как они поднимали свое окружение, весь родовой стан, чтобы давить на правосудие. Мы настаиваем только на принципиальном расследовании и привлечении к ответственности, несмотря на родство и бывшие дружеские связи. И, в принципе, кто есть кто был полезен стране, а кто просто ораторствовал, народ сам видел и контролирует. И СИЗО КГНБ не должно превращаться в гостиницу для политзаключенных. Зачем, например, одевали наручники на Кулматова, как это делают при задержании террористов, рецидивистов и убийц? Перед кем поднимался этот градус страха? Народ за законное задержание и борьбу с коррупцией, за законное следствие. Но мы против перегибов и репрессий. Потому что 37-е годы мы уже проходили, историю эту знаем. Хочу пожелать новому руководству республики продолжать строить крепкую страну, только на основе закона, морали и личного авторитета руководителей всех государственных служб. И, пользуясь микрофоном, хочу поздравить всех государственных служащих с наступающим днем. С вашим праздником. Спасибо. Рахмат, Ирина